принято было решение сообщить вам дополнительно, что делается на сегодняшний день в связи с общественным резонансом по поводу устройства ограждений на территории театра оперы и балета. Сообщаем, что во исполнении требований учредителей наших, контролирующих органов, и, конечно же, мы с контролирующими органами и с согласованием архитектуры города Чебоксары, конечно, и мнение граждан и заинтересованных сторон, нами принято решение о корректировке схемы ограждения земельного участка театра. Мы со всеми встретились, услышали, и эта работа была проделана. В связи с тем, хочу сказать, улица Маркова, она полностью остается открытой, то есть проезжая часть. И там есть у нас гостевая парковка, она как и была, так и останется. То есть эти места мы не затрагиваем, но вместе с тем, с требованием контролирующих органов, высокие ограждения будут установлены только в местах строгих требований контролирующих органов и пожарной безопасности. У нас в рамках предписаний защищенности объекта это подъездные пути к котельным. У нас котельня стоит, значит, хозяйственной части. Да, вы с обществом должны были, наверное, обсудить этот вопрос. Это, конечно, мы не ожидали. Наоборот, но у нас хорошее, когда происходит, да, вот снаружи мы очень много, большую работу делаем, и внутри театра делаем. Это, конечно, мало кто замечает. Но когда что-то появляется, сразу у нас начинается это. Но мы просим извинения за то, что с общественностью мы не согласовали. Я могу как директор просить извинения. Будет ли огораживание филармонии, Чувашского драматического театра и иных культурных объектов? Я думаю, нет. Начал выполнять требования обеспечения безопасности по антитеррору и начал ставить ограждения. При этом не соблюдая одно из требований правил благоустройства города, где прописано, что любое ограждение, особенно вокруг таких общественных зданий и значимых, градостроительно значимых и другой значимости, ограждение должно быть, архитектурный облик ограждения должен быть согласован с управлением архитектуры и градостроительства. Вот. Очень много звонков было, в том числе от архитекторов города Чебоксары, о том, что как вы так могли согласовать такое ограждение вокруг столь значимого объекта. После звонков мы поехали на место, посмотрели. На самом деле такое ограждение не соответствует театру оперы и балета, поэтому совместно с архитекторами, Союзом архитекторов Чувашии, с главным архитектором Чувашской республики, после встречи с руководством театра было принято решение о том, что вот такого типа ограждения будет применимо вокруг хозяйственной части театра. А со стороны улицы, вернее, Московского проспекта, ставить ограждение нет необходимости. Поэтому согласовано сейчас театру устройство ограждения хозяйственной части со стороны котельной и отсутствие всякого ограждения со стороны Московского проспекта.